Какие вкусные, обалденные получились вареники. Смотрите, и на вид они такие держат форму. А какие они вкусные! Всем привет! Меня зовут Кумыс. Вы на нашем канале Поварешка. И сегодня я хочу приготовить вареники с творогом. Сейчас у нас идет ораза. Это пост. Ораза кабыл болсын, тек жақсылық әкелсін. И вот сегодня на Узашар я решила приготовить вареники с творогом. Для этого нам понадобится для начинки творог. Я использую домашний творог, одно яйцо и соль. Это для начинки. Тесто буду использовать как обычно, как для пельменей и для мант. Так, берем одно яйцо, добавляем его на творог. И добавляем немного соли. Ну, там, щепоточку. Кто-то добавляет сахар, чтобы были сладкие. Мы любим соль. И хорошенечко все замешиваем. Чтобы не было вот этих комочков. Творог у меня в объеме 500 грамм. И на этот объем использовала одно яйцо. Вот, все хорошенечко размешали. Все, начинка у нас готова. Теперь переходим к тесту. Итак, муку я просеяла. Теперь добавляем где-то примерно муки у меня около килограмма. И использую я 2 яйца. Далее вода примерно тоже пол-литра, может чуть меньше. Подсаливаем обязательно воду. Так, размешиваем и постепенно добавляем на нашу муку. Если у вас останется тесто, ничего страшного, можно его потом заморозить и использовать для лепки мант, пельменей. Так, даем тесту постоять минут 10. Десять минут прошло. Немного посыпем мукой. И еще немножко будем разминать наше тесто. Поделим его на колобки. Так, у меня получится 4 небольших. И делаем колобочки. Итак, оставляем еще на минут 5. Итак, тесто у нас готово. Сейчас будем его раскатывать. Так, берем, посыпем муку. И раскатаем тесто.
Итак, тесто готово. Такое у меня есть приспособление на вареники. Мне нравится размер вареников. Вот такая толщина теста получается. Я буду варить на мантоварке. Если вы готовите, просто варите в кастрюле, то тесто можно чуть-чуть сделать толще. У меня прям вот тесто я стараюсь максимально тоньше делать. Потому что на мантоварке тонкое тесто нормально сварится. Вот. Остаток теста убираем обратно в наши колобки, потом его используем, ничего не оставляем, даем ему постоять. И сейчас будем делать вареники. Так, вот я использую мантоварку, заранее я ее помазала подсолнечным маслом, и теперь начнем. Максимально побольше ложим и защемляем вот так кончики. Стараемся не сильно защемлять много. Вот такой аккуратненький получился вареник. Итак, вареники я сделала. У меня получилось 3 листа. Вода у меня тоже закипела. Вот, водичка кипит. И ставим на 15 минут. 15 минут вареникам хватит. Итак, друзья, 15 минут прошло. И снимаем вареники наши. Так. Сразу снимаем с мантоварки, чтобы они у нас не прилипли. Так, и теперь мы будем заливать сметаной домашней. Вот у меня домашняя сметана есть. Можно маслом сливочным, кому как хочется. Я вот хочу сегодня поесть вареники на вечер, на зашар мужу. Приготовили, он давно хотел вареники с творогом, вот мы сегодня решили на зашар приготовить. Так. Так, нужно так сделать аккуратно, чтобы такой прям аромат идет вкусный. Ну все, оно там дальше само растает. Так. И уберем сразу на тарелочку, куда будем кушать. На мантоварке они получаются, видите, не развариваются, держат форму. Они получаются не водянистые. Да, в воде варим, там
они получаются тонкие, а здесь вот прям держит форму. Вот. Сейчас будем пробовать. Вареники с творогом готовы. Сейчас я буду пробовать. Смотрите, какое тонкое-тонкое тесто. Домашний. Использовала я творог и домашнюю сметану. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Еще раз поздравляю всех мусульман с праздником Ураза. Ураза кабыл болсын. Бәріміз аман болайық, сау болыңыз. Всем пока!